Думайте сами, решайте сами, делайте сами. Припев известной песни стал наставлением от коммунальных служб и властей для жителей 28-го квартала поселка Зябь. Частные дома, расположенные здесь, подключены к центральному отоплению и в любой момент могут оказаться без тепла. Причина проста. Теплосети на этой улице не имеют хозяина. И вот уже год как не могут его найти. Лично я утепляла, чем могла. И вот еще надо. Это в прошлом году мы тут немножко. Даже вот этого на нас не хватило материала, чтобы нам вот это утеплить элементарно. Куда тогда деньги-то платят, за что? Платят жители 28-го квартала поселка Зябь за тепло исправно. Пенсионерке Нине Жуковой пришла платежка более чем на 2500, хотя отопление у нее появилось только в конце сентября, 29 числа. Есть проблемы и с договорами теплоснабжения, которые некоторые жильцы просто отказываются подписывать, и на это у них есть свои причины. Мы считаем договор грабительским, потому что дело в том, что они хотят повесить ремонт вот этой теплотрассы на нас. Почему мы должны ремонтировать полностью эту теплотрассу? Мы ее не приватизировали. Мы считаем, что это муниципальная собственность, как, например, в многоэтажках. Состояние самой теплотрассы давно вызывает опасения. По словам Нины Жуковой, проживающей здесь уже не один десяток лет, хозяйствовавшая когда-то у них управляющая компания не делала в свое время даже текущий ремонт труб. И сейчас любая, даже самая маленькая авария оборачивается целой кучей проблем и потрепанных нервов. Что они могут сделать? Здесь живет пенсионер и пенсионерка, инвалиды, без ног человек. Там вообще под 90 лет бабушки, там под 90 лет бабушки. Здесь две пенсионерки, здесь вот пенсионеры-инвалиды. Некоторые пожилые жители 28-го квартала все же подписали предложенные договоры, но легче от этого не стало. Любовь Ивановна Солопова не понаслышке знает, каково ждать ремонта теплотрассы. Бабушка месяц замерзала у себя дома. В момент подписания соглашения его условия толком ей никто не объяснил. Вот они только когда порыв, конечно, сказали, что это трасса-то бесхозная. Ну, мы стали говорить, что ну как-то так бесхозная. Некоторые пожилые челнинцы, проживающие здесь, уже заплатили за сентябрь. Все по тому же тарифу. За пару дней пару тысяч. Вот моя соседка, сейчас я с ней беседую. Я говорю, ты отнесла деньги за сентябрь? Она отнесла. Понятно? Ну что я с ними как буду говорить? Я говорю, за что ты отнесла? Ведь в сентябре не было тепла. Угроза отсутствия тепла веет здесь перед началом каждого отопительного сезона. Престарелые жители уже и не надеются, что когда-нибудь у них наступит порядок. Пенсионеров волнует только одна мысль – как переживать холода без аварий на теплотрассе. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.